В конце прошлой недели глава администрации Якутска Михальчук возвратился из командировки в Москву. Основная цель его поездки была участие в заседании Совета при главе государства по реализации национальных проектов. А кроме того, как выяснилось из интервью, было очень много других деловых и полезных для Якутска встреч. Об этом рассказ сразу после нескольких сообщений о наиболее значимых событиях дня. Начну, пожалуй, с курьезного сообщения из Конституционного суда Российской Федерации. Вчера он принял к рассмотрению жалобу работника одной из адвокатур Якутска Анны Михалютиной. Суть ее жалобы сводится к тому, что президент Путин в 2008 году может снова баллотироваться, так как сейчас идет не второй, а только первый срок его президентства. Свою эту версию наша с вами землячка аргументирует тем, что первый срок Путин, грубо говоря, досиживал срок, который не отсидел Борис Ельцин, который, как она считает, в общем-то незаконно досрочно оставил свой пост. А теперь о событии более близком и понятном всем нам, я имею в виду весенний паводок. Хотя его прогноз будет готов примерно через месяц, МЧС уже начала к нему подготовку. Опасения вызывает толстый лед на реках, он примерно на треть толще нормы, а кроме того и большие запасы снега. С тем, чтобы каким-то образом предупредить возможное подтопление населенных пунктов, спасатели уже начали заготавливать взрывчатку в непосредственной близости от мест наиболее вероятных заторов. Во вторник в Якутске завершился 4-й республиканский театральный фестиваль «Желанный голубой берег». Проводился конкурс в 8 номинациях, и большинство победителей представляли Саха-театр. Их было 4, а в 3 номинациях победили работы, представленные Государственным театром оперы и балета. И только в 8-й номинации «Лучший музыкальный спектакль» жюри отказалось определять победителя. В понедельник, после возвращения из командировки в Москву, глава администрации Якутска провел прием по личным вопросам. Правда, в этот раз вопросы поднимались совсем даже не личные, а общественно значимые. И тем не менее, горожане оставили и мне часть вопросов, которые я задал мэру после приема. И главный, каковы результаты командировки, помимо участия в работе Совета при главе государства по реализации национальных проектов. Была встреча с Юрием Михайловичем Лужковым, предметом разговора был план участия Москвы в наших юбилейных мероприятиях. Мною были поставлены вопросы участия и оказания содействия в строительстве детского дома ребенка, который у нас находится в аварийном состоянии на 202 квартале из легких конструкций, некогда изготовлен еще Мобитексом. Были поставлены вопросы о вовлечении сюда строительных организаций в ипотечное строительство, ряд других объектов, строительства спортзала для подростковых клубов, на что была, в общем-то, позитивная реакция мэра столицы. И было поручение проработать строительному комплексу, комитету региональных связей, поставлены мною вопросы. Лужков ведь не один раз собирался приезжать к нам на празднование, но каждый раз что-то у него случалось. Как будет в этом году, известно? Вы знаете, приглашение мною высказано, но как субъект федерации, конечно, он ждет приглашения от руководства нашей республики. И я думаю, что наконец-то будем видеть главного мэра страны у нас в гостях. Желание главного мэра есть. Дело остается за обстоятельствами, нагрузкой и настойчивостью и нашим, и руководством республики. Также была встреча с нашим побратимским округом, префектурой Центрального округа, с Байдаковым Сергеем Львовичем, где был, во-первых, подписан нами протокол о совместной работе на 2 года, и где отражены наши принципиальные взаимоотношения в рамках юбилейного года нашего города. Поэтому принципиально я доволен. Наше дело теперь добиться того, чтобы планы и хорошая реакция перешла в конкретные дела. Накануне сессии окружного совета опять появились разные публикации относительно этой оппозиции, гражданской позиции, оппозиции мэра.
Вы с чем связываете вот такие вот Я активизации? думаю, что просто желание отдельных депутатов, не организованной группы, наверное, уже начать свою предвыборную кампанию, которая будет на следующий год. Я так это расцениваю. Один из упреков, который вам адресовался, и вот на сессии будет обсуждаться отчет администрации относительно бюджета 2005 года об исполнении. Действительно, там в чем была проблема? Почему такая задержка? А проблема в том, что мы фактически пошли навстречу Министерству финансов и подтвердили выделение средств по товарному кредиту прошлых лет. Мы могли бы отказаться от этого. А я понял так, что наше Министерство финансов само исправляло свои ошибки прошлых лет и правильно оформляло. И уже, получается, после расходования средств фактически списывало те средства, которые реально были направлены на строительство жилья, на товарный кредит в нашем городе. Но неправильно было оформлено. Поэтому наши депутаты вполне закономерно подняли вопрос, а почему мы должны принимать расходы задним числом. Ну, мы могли бы тоже занять такую позицию, что уважаемое Министерство финансов, значит, время прошло, деньги потрачены, целевым, нецелевым, не нам разбираться, и не принимать эти расходы, не подтверждать эти расходы уже решением, когда корректировкой бюджета. Но дело в том, что явно деньги направлены целевым образом, явно они потрачены подконтрольно Министерством финансов и другими контролирующими организациями. И вставать в позу, накручивать еще очередной виток напряженности в совместной работе с республиканскими органами, в первую очередь с Минфином, я думаю, это нецелесообразно. Задач много. Сегодня большие задачи у нас в части ремонта, капитального ремонта, около 150, точнее 150 объектов жилого фонда сегодня планируется и приступили к работе в части проведения капитального ремонта. Сегодня большие планы и проведен тендер, определены объемы работ, подрядчики, значит, резервируются финансы в ремонте и строительстве новых дорог в городе Якутске. В этом году мы планируем фактически в 3 раза увеличить ввод жилья для бюджетников наших городских бюджетных организаций. Конечно, бюджета на все не хватает, но с каждым годом мы все-таки выкраиваем все больше средств на то, чтобы строить, ремонтировать, благоустраивать. Я вам хочу сказать, что, к примеру, благоустройство мы с каждым годом кратно увеличиваем выделение средств на благоустройство. Так, в 2,5 раза больше средств выделено в бюджете на благоустройство по сравнению с прошлым годом. Планируем в этом году новый подход к благоустройству. Если в предыдущие года мы фактически требовали вал в посадке деревьев, то сегодня мы основу своего концепции благоустройства города, озеленения города видим не столько в новой посадке, сколько направлений муниципальных средств на уход за деревьями и сохранение их. Большая работа уже приступила, я думаю, горожане видят. Мы во многих местах сегодня делаем просечки дорог для того, чтобы все-таки канал заработал в этом году снова. Вода должна уходить из города. Сегодня делается просечка, изменяется уровень укладки водоотводных труб через Лермонтово. Сегодня мы планируем отводить воду уже не в сторону, в районе Кальвица, не в сторону Губина, а наоборот в сторону Солдатского озера по естественному уклону Туймады. И, конечно, введем очистку канала для заполнения Сейсарского озера. Планов много, но я думаю, что вместе с республикой, по линии республики тоже немало объектов планируется построить в этом году. Общими усилиями, при активном участии каждого горожанина, я думаю, результат не замедлит сказаться. На сегодня, пожалуй, все. А завтра смотрите в Эксе, почему после тяжелых родов ребенок не сидит, не стоит, не ест, не пьет и трижды побывал в реанимации. И все виной
конечно. Невнимательность врачей роддома. Из-за того, что ребенок получил сильную асфиксию тяжелой степени. И все это случилось в праздничные дни. 90% выздоровления состоит в том, если мы поставим ребенка на ноги. Только. Так кто же на самом деле все-таки виноват в том, что ребенок от рождения оказался инвалидом, его семья распалась, а родственники теперь вынуждены собирать деньги на дорогостоящее лечение, результат которого к тому же еще и непредсказуем. Версии ответов мы услышим с вами завтра. А на сегодня действительно все. До свидания.